Сегодня в республике отмечают День коми-печати. Этот год оказался для нее юбилейным. 95 лет назад вышел в свет первый номер газеты «Зырянская жизнь». За время своего существования она много раз меняла название и сейчас известна как Коми-Му. Елена Кононова пообщалась с ветеранами коми-журналистики и побывала на чествовании юбиляров. В газету Леонид Лыткин перешел совсем юным, в 17 лет, в конце 40-х. Сегодня ветеран коми-журналистики может похвастаться, что лично здоровался с 3 маршалами СССР – Ворошиловым, Буденным и Язовым. Брал интервью у героев Советского Союза Кантария и Егорова, водрузивших знамя победы над Рейхстагом. Но для него самое дорогое воспоминание – встреча с одним из первых редакторов «Зырянской жизни» – Виктором Савиным. Писатель бывал в доме Лыткиных. Мама, говорю, где Виктор Савин? Мы со старшим братом лежали на палатях. А вот, говорит, в большую комнату он вошел с отцом. Сейчас выйдет. Смотрю, выходит среднего роста, улыбается, рубашка с пуговицами, а в руках у него всегда была балалайка. Коллега Леонида Лыткина Александр Ульянов, известный коми-писатель, 4 раза руководил редакцией газеты «Коми-Му». Журналистике отдал более 30 лет. Объездил всю республику и Россию. В сердце осталась поездка на Ренмар в 80-е годы. Мы ездили туда посмотреть, как семга поднимается к нам. Мельников на 19-й партконференции сказал, что в Печоре железные сети не дают подняться красной рыбе. Ну вот мы и искали эти сети, но не нашли. Вот о таких, казалось бы, простых, но волнительных историях всегда писала Коми-Му. Как отметили сегодня на чествовании юбиляра, у газеты «Добрая сельская душа». Ведь главный герой страниц издания – простой деревенский человек. По словам Вячеслава Гайзера, Коми-Му сохранила те традиции, которые 95 лет назад заложила «Зырянская жизнь». Это ключевая дата в жизни республики. Появление в далеком 1918 году первого печатного периодического издания «Зырянская жизнь» стало знаковым событием в общественно-политической жизни Коми-края. Тогда же были заложены основы коми-журналистики. Свобода слова и независимость, гражданственность и патриотизм. Эти стандарты журналистики актуальны сегодня. Самым лучшим журналистам вручили государственные награды и подарки, а главный редактор Коми-Му Надежда Быковская удостоилась звания заслуженного работника Коми. В благодарность руководитель старейшего печатного издания пообещала, ее газета еще долго будет радовать читателей. Елена Кононова, Павел Фетисов, Алексей Паршуков, телеканал Юрган. А накануне юбилея сотрудников и главного редактора газеты «Коми-Му» поздравил председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель. Сегодня сохранение коми-языка, сохранение коми-культуры, конечно же, зависит от всех людей, от всех проживающих на территории республики, но очень много зависит и от вас, потому что вы тут 95 лет уже носитель вот этой коми-культуры, коми-языка в печатных СМИ. Главный редактор Коми-Му Надежда Быковская рассказала спикеру о планах на будущее. По ее словам, одна из главных задач редакции к столетию издания по крупицам восстановить его историю. В честь 95-летия коми